эштан милле бушланныгу эш сирени. Шагышпе милле эшлеме бушланызыр. Да, я начинал в 2010 году. Начинали с маленького гаража 100 квадратов, постепенно росли, и вот у нас сейчас 2000 квадратов, и изготавливаем различные изделия из металла. Теплицы, заборы, подвесные кресла. Волжские теплицы, бренд, наверное, многим известен. Могу показать на производстве более подробно, что делаем, как делаем. Кайза бухарыпень. Так, в этом помещении мы с 2014 года тоже начинали сначала с небольшого, 500 квадратов здесь было. Потом расширялись, все больше продукции начали изготавливать и, соответственно, расширяли производство. Там у нас цех заготовительный, там все заготовки происходят, нарезки, сверловки. Здесь у нас сварочный цех. После этого вся продукция у нас проходит на слесарку и покраску. Кунда пэдэм тимербе шихынна эш шагында ирдетинде, хавитика? Да, все металлические изделия, все металлообработка здесь происходит. Этот цех мы запустили в прошлом году. Здесь у нас были другие соседи, которые тоже арендовали, они съехали, мы сразу же забронировали и как бы все утеплили, вот весь цех, поставили оборудование, закупили. То есть, по сути, все, что здесь стоит, кроме одного, наверное, станка, это все новое сюда мы завезли. И здесь все заготовительные процессы происходят. Резка, гибка, сверловка, заготовка, в общем, все в целом. Чисто весь цех 500 квадратов этим занимается. И гибень квадрат кунда, хавитика? Общая у нас площадь 2000, да. Здесь вот конкретно в этом цехе 500 квадратов. Нижайший нашлик кунда? В общей сложности около 100 человек, наверное, работает. На производстве где-то, наверное, 70-80 человек работает. А кумыньвал? Это у нас сейчас закупка в Нижегородской области, даже в Нижнем Новгороде, получается, в самом Урне им нужно поставить 505 штук. В ближайшие недели как раз будем отгружать уже. Они будут расставлять там в центре города. Урамра Драган, Мензем. Да. Есть еще тоже вот забор, тоже в процессе, тоже Нижний Новгород. Так совпало, что сразу две госзакупки, обе с Нижегородской области. А так мы работаем в основном Москва, ну и частично в Чувашии. У нас еще есть бренд «Волжские теплицы». Мы уже давно этим брендом занимаемся, развиваем. С 2014 года выделили в отдельный бренд. Делаем оцинкованные теплицы для населения, которые живут на дачах или в деревне, в частном доме, могут поставить себе. Также вот делаем фермерские теплицы, они тоже у нас большие, там 6, 7, 8 метровые. Это уже больше для крестьянских фермерских хозяйств, для фермеров. На продажу изготавливают какие-то там, выращивают фрукты. А теплицы про размер ба или тарля размер где были? Размеры разные, да, ну, участников, да, такие маленькие, садовые, я так скажу, они примерно 3 метра там, на 6, это самый популярный размер, самый ходовой. Фермерские, они уже большие, там предела нету. Начиная от 5-6 метров шириной, там, до 10 метров шириной и в длину до 100 метров. Самую большую теплицу, которую мы делали, это было 10 на 100. 3 штуки тоже в Нижегородской области делали. Иверхаль, мы драппер, мэнго. Это фермерские торговые ряды. Администрация города в прошлом году впервые попробовала поставить в северо-западном районе. Всем понравилось, успех был, всем как бы хотели еще в остальных районах масштабировать. Вот в этом году поставили здесь на тракстроителей, на Ивана Франко и на энтузиастов в юго-западном районе. Вот. Госзакупки Урландия, да, это через закупки. Здесь любой желающий может прийти, торговать своей продукцией. Без денег аренду никакую платить не надо. А милле волшебник порночланает госзакупки, милле рехия балавал. Она темле сайт урлазире тубащи, милле раз дубащи. Здесь не нас ищет, а мы ищем, получается, закупки. Их выкладывают на сайте госзакупок. Мы, соответственно, просматриваем по различным поисковым там, словам. Вот, смотрим, можем мы это делать, не можем, устраивает нас цена или нет, участвуем. Соответственно, там не только мы, там многие тоже участвуют. Вол конкурс пек. Да, конкурс, да, и кто ниже цену даст, тот, соответственно, выигрывает и закупку исполняет. Так, это мы сейчас в цеху по плетению подвесных кресел. Подвесные кресла мы делаем, получается, с 2021 года начинали делать, какие-то первые образцы. Вот, 22-23 год активные продажи. У нас где-то 5-6 видов сейчас основных кресел. Самые там простые начинаются где-то от 9 тысяч. Посложнее, вот, например, такие варианты, они в районе 20 тысяч стоят. Это кресло Мун. Мы, по сути, его вообще с нуля там придумывали, по большому счету. Подбирали различные виды ротанга, различные виды плетения. И по удобству, мне кажется, это одно из самых удобных.
кресел. Ну, мне лично это самое больше всего нравится, вот это кресло. Сейчас мы там производим порядка, наверное, 50-70 кресел в день. С каждым днем развиваемся, выходим на новые рынки сбыта, новые площадки. До этого мы продавали только на Озон, и в розничной продаже были. Вот сейчас хотим и на ВБ продавать, и в Яндекс.Маркете активно. Хошсене ытларах илеші. Больше всего, конечно, берут, которые попроще, которые 9-10 тысяч стоят, самый ходовой товар. Самых Акушуры ходовых. дешево. Да. Главное, что отличает, может быть, нас от остальных, ну, по крайней мере, я вот стремлюсь всегда в каждом кресле, сам сажусь, сам проверяю, удобно ли мне. И когда я понимаю, что это удобно, то мы начинаем его продавать и дальше реализовывать. Если что-то неудобно, мы начинаем дорабатывать так, чтобы было удобно. Когда вроде бы сидишь первый раз на каком-то кресле, кажется, все удобно. Но когда ты сравнишь одно с другим, и в одном, например, колоссально удобно, то ты в другое уже садиться вообще не хочешь. Почему это кресло удобно? Потому что оно имеет такую форму, более вытянутую, да, и когда в нем сидишь, и руки удобно положить, и это, мы специально эту эргономику очень долго прорабатывали, нам там, наверное, вариантов 10 проработали, чтобы прийти именно к этой модели, чтобы она была удобно, ничего не затекало, особенно шея очень важно, чтобы не затекала, и было вот тут удобно вообще сидеть. И особенно еще важно для людей, у которых рост 1,90 м и 2 метра, они, соответственно, не могли удобно сидеть, немножко вот так приходилось, а здесь они даже спокойно могут сидеть. Вот, можешь попробовать. О, вообще лайық. Сапкарибек. Тогда силенет был. Лайық. Они вообще, по сути, там бессрочно, 15-20 лет, они могут стоять без проблем, ничего с ними не случится. Мы, как и говорил, еще отгружаем очень много на маркетплейсе, да, вот сейчас готовим отгрузку, коробки складываем, завтра будем отгружать. Мы вообще лояльно очень относимся к нашим клиентам всегда на Озоне, если вдруг какие-то проблемы, что-то не доложили, или что-то не так, или непонятно, люди нам всегда пишут, мы всегда отвечаем, помогаем, если что-то так, можем отправить за наш счет, поменять, то есть тут проблем нету. В целом у нас процент брака маленький, потому что невозможно, если мы будем много делать брака, всем помочь и заменить невозможно. То есть зайти, если на Озон, посмотреть, там средний рейтинг у нас 4,8, 4,9 у продукции. Кунда улда кресло гурабеп. Улда тарле. Вазене пурнеде зердавадыр. Кашнин хойнин хагга. Шаплайте? Вазем минпе ойрол задраща. Но они отличаются цветом, подушкой и стойка. Стойка – это сколько вес выдерживает, либо 120 килограмм, либо усиленные 220 килограмм. Самое простое, с самой простой подушкой 120 килограмм, 9900 у нас в рознице стоит. Самая дорогая – это у нас делюкс кресло с подушкой, комфорт и стойка усиленная. Вот она ближе там, к 20 тысячам стоит. Туя нас пузан, эштан дуэт мала. Кому как удобно, то есть если вы находитесь в Чебоксарах и там Чувашии, то проще, наверное, купить в розничном отделе у нас, потому что Озон доставка не во все, там, например, села, поселки делает. Проще своей доставкой сделать. Если из других городов, проще, наверное, Озоном сделать доставку и купить на Озоне. Можно позвонить на сайте номер, посмотреть, Барбарис, кресло ввести в интернете в поиске, да, и найти сайт, там позвонить. Менеджеры ответят, все объяснят, расскажут. WhatsApp можно написать тоже. Озонра тубастизин менеджер мала поискакра. Ну, тоже можно написать подвесные кресла Барбарис. Сразу выдастся наши кресла, все виды, все расценки. Валерий, каласа барха, вот шаг HPS, мэнле эшлеме бушлана, мэнле килзешитнес. По сути, прямо с университета, потому что закончил университет, успел поработать 1,5 месяца, наверное, в найме, где-то около этого. Это что время? Чувашский государственный университет, экономический факультет. Закончил вот красный диплом. Дальше искал, чем заняться дальше, успел устроиться на 1,5 месяца. И тут мне мой товарищ-друг предложил заняться кузнечным производством. Вот. Я подумал, почему нет. И мы начали, вот в 2010 году это было, открыли небольшой гараж, 100 квадратов. С этого наша история началась. Предприниматель нкуне миллер детхан, иргине мишере дранис. Менешле зиртерен куна. Ну, обычный, в принципе, рабочий день. Где-то с часов 7 я просыпаюсь, завтракаем, собираемся на работу, ребенка в садик отвожу. В
потом приезжаю на работу. То есть рабочий процесс, в основном сейчас он, конечно, отличается от того, что было раньше. Раньше это больше была работа ногами, руками, бегать, везде что-то решать, договариваться. Сейчас больше это разговоры, созвоны, управление. Заканчиваю работу часа там в 3-4, еду домой, опять по пути забираю ребенка с садика. Семья денерень из Авлан, Да, Аджазем. да, у меня 2 детей, сейчас 3 будет скоро, через месяц. Стану официально многодетным отцом. Деван. Семья инжендель грызы бран. Вот и гибинде вуннамыш жылдан бабушлар терінде. Унжух немілі ішленде, халі ішлене, ол уйрылза драши. Да, очень отличается с одной стороны, с другой стороны не так сильно. Объясню, что я имею в виду. Да, если говорить про маркетинг, например, про продажи, это вообще колоссальная разница. Когда мы открывались, мы вообще в газетах давали. Сейчас вообще про газеты речи не идет, да. То есть сейчас каналы маркетинга — это соцсети, это маркетплейсы. Тогда тоже, опять же, этого не было ничего такого. Быстрота, наверное, изменений стала. То есть сейчас полгода, и у тебя все может поменяться, все может измениться, контекст внешней среды, внутренней, все меняется быстро очень. Раньше это как-то все было медленнее, поспокойнее, сейчас все меняется быстро. Производство и гибин квадратный метр дерен. Шаржин эшлеть примерно оборот земли. Ну, в этом году мы планируем где-то к 200 миллионам за год выйти. Пока, в принципе, все показатели об этом говорят. Вол общие, да, общие по всем направлениям, да. Вот, активно в этом году у нас кресла растут, подвесные кресла на маркетплейсы, как я и сказал, это очень такой большой рынок, потому что продаем по всей России, соответственно, нет ни ограничений внутренним рынком, только Чувашия. Поэтому хорошо. Мало ламели планзем. Сейчас первая задача — удержаться своей лидирующей позиции по креслам, развивать дальше и новые виды товаров, мебели развивать, открывать. То есть приоткрывать пока тайну не буду, но скоро будут тоже такие новые товары, которые связаны с мебелью, которые тоже планируем так масштабно производить серийно. Пирен дырықра бурнаганзыне, чываш ендре бурнаганзыне, шамрыксыне, вот ваземде менде булзан хойзенешне давашын, производство инде менде булзан судашыне, мен вазене галама булдарадыр. Сирен вумвише шул опыт шак ени бедеслехрень. Ну, одним словом тут не скажешь, наверное. Я вообще сейчас вот начал личный аккаунт, личный бренд продвигать как раз ради этого. Хочу молодым, начинающим показать, как, что делать, какие-то, может, ошибки, тренды, указать, где можно заработать, да. Ничего не бояться, пробовать, пока молодые, ошибки, они позволительны, когда семья и дети уже сложнее, поэтому лучше сейчас пробовать. Подписывайтесь, буду рассказывать о своей истории, как я делал, что сейчас делаю, может, какие-то ошибки совершил. Мне в свое время это очень помогло, когда я там ходил тоже по таким бесплатным мероприятиям различным, выступали такие же предприниматели и бизнесмены, которые рассказывали о своем опыте. Меня это очень вдохновляло и мотивировало. Правда, Бушсана Валерий. Спасибо. Палаштарна жын, пиде интересли банки гун беренер традусем. Сире предпринимателем бурныже казакландарат пулзасан, эзер Валерийн страницы жіне шерінма булдарадыр, аккаунт не бер хварат пұртысам, тавда бұш.